Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения специальный выпуск программы «Суть дела». Я поздравляю всех наших телезрителей с Днем признания независимости нашей республики. А у нас в гостях сегодня политолог, кандидат политических наук, помощник президента Ираклий Хинтба. Будем мы говорить об абхазо-российских отношениях, а также возможностях для расширения международного признания Абхазии. Ираклий Ревазович, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. Добрый вечер, Нава. 8 лет прошло со дня признания России независимости нашей республики. Как вы оцениваете нынешние отношения двух стран? Действительно, 8 лет пролетели очень быстро. С того момента, когда Российская Федерация официально признала Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства и таким образом восстановила историческую справедливость и ответила на отчаяние абхазского народа и гарантировала таким образом безопасность нашу и придала импульс социально-экономическому развитию Абхазии. Вот за эти 8 лет отношения Абхазии и России плодотворно развивались и продолжают развиваться. Подписано более 80 двусторонних соглашений, кроме базового договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 2008 года, подписан договор в 2014 году, 24 ноября, о союзничестве и стратегическом партнерстве. И вот этот массив документов, которые сегодня существуют в наших двусторонних отношениях, обуславливает основные параметры сотрудничества России и Абхазии. И это сотрудничество развивается, можно подробнее об этом поговорить. Считаете ли вы эти отношения достаточно развитыми или есть нам еще к чему стремиться? Эти отношения, безусловно, очень важны для нас, поэтому необходимо, чтобы они развивались по различным направлениям, по крайней мере, задел для этого существует. Вот у нас в финансово-экономической сфере очень эффективно продвигается сотрудничество, и Россия за эти 8 лет инвестировала в Абхазию десятки миллиардов рублей. И сегодня нас очень поддерживает Россия в том, что касается социальных выплат. Я не только говорю о пенсиях, но и о зарплатах в ряде сфер, в сфере образования, культуры, спорта, в сфере обороны, в сфере правоохранительной деятельности. Эта помощь огромная. И если мы ее будем переводить в рубли, то эти суммы будут очень значительными. У нас развивается сотрудничество в области обороны и безопасности. И хочу сказать, что Министерство обороны, министр Мераб Борисович Кишмари очень большую роль играет, очень много сделали для того, чтобы за последние годы мы интенсифицировали это сотрудничество. У нас формируется и объединенная группировка войск. У нас планы по модернизации вооруженных сил. Это огромные деньги. Я надеюсь, что эти планы будут реализованы. Мы, в принципе, сегодня ощущаем себя безопасными. Вот что произошло, такой коренной перелом в нашем сознании, то, что мы уже не думаем о том, что Абхазии угрожает что-то или кто-то. Вот на самом деле это ощущение безопасности, оно уникальное. И иногда даже мы забываем вообще о том, насколько изменились реалии после августа 2008 года, после того, как здесь появилась в Абхазии российская военная база, после того, как стала охраняться граница совместными усилиями российских и абхазских пограничников. Сегодня об этом уже никто не говорит, потому что эта практика показала свою эффективность. Мы сегодня закрыли для себя этот вопрос даже на психологическом уровне. Поэтому мы все свои усилия можем направить на то, чтобы развиваться как суверенное независимое государство. И в продолжении темы я хотела бы вам предложить мнение нашего эксперта Николая Трапш, кандидата исторических наук, доцента кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Южного федерального университета России. Давайте посмотрим, а потом продолжим тему.
формализация отношений России и Абхазии позволяет выстроить конструктивные взаимодействия в самых разных сферах. До момента непосредственно юридического признания, по сути, все строилось на неформальных связях. Тренд начал меняться с приходом к власти Владимира Владимировича Путина, а признание само стало уже логическим завершением от того изменения курса, которое наметилось с начала 2000-х годов. Естественно, что без признания независимости трудно представить вот те многообразные проекты в экономической, в социальной сфере, которые за последние годы развиваются и которые позволяют и облик Абхазии изменить, и создать фундамент для более устойчивого развития. Другой вопрос в том, что очень много еще работы по тому направлению, чтобы начали реально действовать соглашения, которые заключены. Поэтому здесь очень большой потенциал для того, чтобы при практической реализации этих соглашений добиться какого-то результата. И есть куда развиваться дальше, то есть масса аспектов, начиная от формально-юридического взаимодействия, в частности в сфере рационального выстраивания отношений по собственности, ну и заканчивая и образовательными, и культурными проектами. То есть здесь поле очень большое. Другое дело, что сейчас и Россия, и Абхазия, они находятся в ситуации, когда есть общий кризис, есть общая проблемная зона, связанная с санкциями против России и многим другим. То есть нужно и вот в этом трудном времени тоже найти какие-то возможности для того, чтобы понять, насколько жизнеспособны те соглашения, которые есть. Скажите, пожалуйста, вот насколько эти отношения взаимовыгодны? Понятно, для Абхазии это вопрос, в первую очередь, вопрос безопасности, а для России что дает признание нашей независимости, нашего суверенитета? На самом деле, сотрудничество? Да, решение о признании Абхазии, конечно, далось, мне кажется, не так просто России в 2008 году. И вот правильно говорит Николай Трапш о том, что оно явилось как один из факторов, следствием изменения отношения к Абхазии с приходом к власти в России Владимира Путина, с изменением политической элиты в начале 2000-х годов. И в то же время это решение, безусловно, связано с тем, что Россия с того времени, с 2008 года, все больше и больше начала заявлять о себе как о сверхдержаве, как о возродившейся сверхдержаве, как о государстве, у которого есть свои интересы, и региональные интересы, и международные, глобальные интересы. И Россия действительно планомерно с 2008 года демонстрирует и возросшую мощь, и возросшие возможности. Еще один, конечно, важнейший фактор признания – это, безусловно, упорная, такая последовательная борьба абхазского народа за независимость. Потому что если бы не было победы в войне 1992-1993 года, нас бы просто не было и никакого независимого абхазского государства. И нечего было бы признавать, потому что есть примеры в истории, когда образуются мощные, такие крупные, достаточно самопровозглашенные государства. Можно привести пример, скажем, такого государства, как Биафра, которое возникло на территории Нигерии в 1967 году. Оно в несколько раз было крупнее Абхазии по размеру, по населению и мощнее, но в 1970 году его просто уничтожили путем военной агрессии центральной власти Нигерии, или там сербская Краина в Хорватии, которая в 1995 году просто была военным образом ликвидирована. И никаких шансов у этих государств на признание не было. Мы же выстояли блокаду. И еще президент Арценбах говорил в те времена, когда не было никаких намеков даже на признание, что Абхазию обязательно признают. И эта вся деятельность политическая, и, конечно, роль Сергея Васильевича Багапш очень серьезная, все-таки вы считаете, значительная. что политические силы внутри Абхазии тоже повлияли, да? Безусловно, роль руководства Абхазии в 2008 году, роль наша, она, безусловно, очень большая и во многом определяющая. Безусловно, большую роль сыграло наше военное командование. А сегодня то, что говорит Николай Трапш о необходимости формализации отношений, необходимости выстраивания каких-то, необходимости сделать так, чтобы те соглашения, которые сегодня существуют с Россией, работали по-настоящему, это действительно очень серьезный вопрос. И здесь
в большей степени все зависит от нас. Потому что значит формализация отношений? Что он имеет в виду? Речь идет о том, чтобы те правила, которые существуют в наших взаимоотношениях, которые прописаны в соглашениях, правила международно-правового характера, универсальные, да, взаимодействия государств, которые существуют, чтобы они выполнялись. Нужно провести инвентаризацию сегодня всей нормативно-правовой базы российско-абхазских отношений, посмотреть, где наиболее слабые места, может быть, какие-то еще нужно соглашения заключать, где-то можно усилить совместную работу и так далее. Вот этот процесс, он должен быть постоянным на самом деле. Это обычная практика межгосударственного взаимодействия. Но мне бы хотелось еще раз вернуться к факту признания, к событиям 2008 года. Все-таки вот в международном праве существует два очень важных принципа. Принцип нерушимости границ и право нации на самоопределение. Россия, признав Южную Осетию и Абхазию, таким образом, на ваш взгляд, отказалась от одного из принципов? Или что это такое? Нет, абсолютно. Более того, вот когда мы говорим о принципе нерушимости границ, мы ссылаемся в первую очередь на такой важнейший международный документ, как заключительный акт, Хельсинский заключительный акт, совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки 1975 года. И там действительно закреплен принцип нерушимости границ, на него и Грузия ссылалась, но там речь идет о нерушимости границ в результате внешней агрессии. То есть когда кто-то нападает, одно государство нападает на другое и отторгает у него часть территории. Но этот принцип не применяется к процессам, которые вызывают внутреннее самоопределение каких-то государств. Да, вот абхазский народ самоопределился, выйдя из состава Грузии. Таким образом, принцип нерушимости границ нарушен не был. И Россия в полном соответствии с международным правом признала Абхазию как суверенное независимое государство. Есть и соответствующий указ президента Медведева, там все четко это зафиксировано. Но самое главное, что в принципе международное признание не кодифицировано в международном праве. Вот как эта процедура должна осуществляться, на каких основаниях, какие есть для этого критерии. Есть те критерии, разные критерии, на которые ссылаются противники, сторонники признания. Это каждый раз какой-то прецедент. Это прецедент, и вот, кстати, косовское признание было безусловным прецедентом 17 февраля 2008 года, провозглашение независимости Косово и признание последующими странами Запада. Это вот очень сильный прецедент, потому что Косово, ведь западное право, оно на прецедентах строится, и очень правильно, и мы тогда ссылались на это, и Российская Федерация, что этот акт о признании Косово будет прецедентом для других шагов, других государств. Почему Соединенные Штаты Америки имеют право на какие-то действия, а такое великое государство, как Россия, не имеет права? И Российская Федерация очень, мне кажется, логично и правильно действовала. И вот, кстати, я еще раз хочу повторить, решение о признании Абхазии и Южной Осетии в 2008 году было вот таким важной заявкой, или даже уже не заявкой, а подтверждением возрождения статуса России как глобальной державы. Готовясь к программе, я несколько статей прочитала экспертов. Вот некоторые эксперты считают, что признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии – это результат августовской войны. Как вы считаете? Августовская война, безусловно, повлияла на ускорение принятия Российской Федерации этого решения, потому что у Россия как ответственное государство имеет обязательства с точки зрения защиты интересов своих граждан, проживающих за пределами Российской Федерации. Но, как я уже сказал, все-таки это решение было подготовлено кропотливой работой внутри Абхазии, вообще вот упорством, стойкостью нашего народа. Ведь сколько всего предлагалось, сколько разных идей и о конфедерации, и даже вот перед самим актом признания в мае 2008 года сюда высадился целый десант представителей Европейского Союза, министра иностранных дел. Предлагался план Штайнмайера, соответствующий вот по решению вопроса функционирования Абхазии и Грузии в рамках единого государства. На протяжении длительного времени эти идеи предлагались, и нашему руководству очень часто, наше руководство оставалось в изоляции международной, и мы не находили даже иногда союзников в тех наших устремлениях, скажем так, в 90-е годы, то, что происходило.
которые у нас всегда были. Но мы все это выстояли, и это такое вот вознаграждение за те страдания, которые перенес абхазский народ, за нашу борьбу на протяжении многих лет и за, я бы сказал, фиктивную работу руководителей Абхазии на протяжении послевоенного времени. Давайте сейчас еще раз посмотрим мнение еще одного эксперта из России, кандидата исторических наук, политолога Владимира Новикова. А потом продолжим беседу. Что касается постсоветских стран, Армения находится в транзитной зависимости от Грузии, и она не может решиться на такой шаг. Что касается Белоруссии, то мне кажется, что господин Лукашенко, он давно уже стал таким лукавым союзником Москвы, он достаточно давно уже находится в состоянии, когда он торгует, его главный политический товар, Лукашенко, это торговля интеграционными надеждами на постсоветском пространстве, да, торговля с Москвой. И то, что он не признал Абхазию, это для него достаточно логичный шаг. Да? Я думаю, что процесс международного расширения Абхазии, расширение международного признания Абхазии будет, это да, но, к сожалению, я говорю, что, к сожалению, не постсоветскими странами. В общем, Владимир Новиков тут говорит о возможностях для расширения международного признания Абхазии, но не постсоветскими странами. Все-таки в 2008 были прогнозы о том, что, скорее всего, Белоруссия, Армения и другие страны СНГ должны признать Абхазию, но эти надежды не оправдались. Абхазию признали Венесуэла, Никарагуа, Науру, Вануату, не считая Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха. Но это сотрудничество не настолько выгодное для Абхазии, мы больше рассчитывали на страны СНГ. Я думаю, что даже тогда люди, которые хорошо разбираются в региональной политике, международной политике, они, конечно, не питали таких надежд, иллюзий о том, что вот на следующий день нас будут признавать страны СНГ, другие государства в Европе. Это очень сложный процесс. Да, Российскую Федерацию поддержали союзники. Надежды, что у России много... Надежда у нас и сейчас есть, и мы надеемся на то, что этот процесс будет продвигаться. Но тогда поддержали союзники России в Латинской Америке. Скажем, признание Венесуэлы – это очень серьезный шаг, и Никарагуа, и других стран. И мы, безусловно, благодарны руководству Венесуэлы, Никарагуа. Сегодня развиваем сотрудничество с этими странами, с Науру и другими государствами. Но то, что касается постсоветского пространства, это определенный, очень такой сильный политический шаг. И для того, чтобы этот шаг совершить, у Беларуси, у Казахстана, у Армении должны быть веские на то основания. Они должны понимать, что таким образом они испортят отношения с Соединенными Штатами, с Евросоюзом, у которых у всех этих государств активно развиваются отношения, многомиллиардные контракты, экономические связи. Зачем всем этим рисковать ради признания Абхазии? То есть мы должны же как-то прагматично, наверное, откровенно об этом говорить. Россия – это великое государство, оно себе может позволить такие действия, потому что оно во многом оно самодостаточно и имеет на то основание. Мы не должны вот так вот на кого-то обижаться или возлагать какие-то, знаете, надежды на ближайшее, скорейшее признание Абхазии со стороны государств СНГ. С этим надо работать. Вот сегодня мы ввели визовый режим в отношении большинства стран, оставили, потом президент своим указом вывел из этого визового режима Белоруссию, Казахстан. Что касается стран Европы, то, конечно, рассчитывать на признание в ближайшей перспективе наивно. Мы должны сегодня сосредоточиться на укреплении абхазского государства, на развитии всех сфер жизни, на то, чтобы наше государство выступало бы надежным международным партнером. Вот сегодня взаимоотношения с Россией – это важнейший тест нашей государственности. Мы должны развиваться, мы должны, засучив рукава, работать, не ждать помощи, хотя эта помощь будет от Российской Федерации, но мы должны понимать, что будущее нашей страны в наших руках. Мы не должны, например, возмущаться, когда вводится такая важная реформа, как казначейство. Вот казначейство – это важнейшая системная реформа, которая была проведена в Абхазии благодаря содействию Российской Федерации. Эта реформа позволит нам
резко снизить коррупцию. Она позволит нам сделать эффективное расходование средств и сэкономить эти деньги для себя же. Вы считаете, что мы изнутри можем повлиять на этот процесс? Мы должны, имея такой бонус, такую вот возможность историческую, как сегодня привилегированные отношения с Российской Федерацией, мы должны сделать все, чтобы применить эти возможности к развитию Абхазии как суверенного независимого государства. Когда мы говорим о национальных интересах, о суверенитете, о независимости, вот эти все понятия без прочной экономической базы становятся лишь понятиями, оторванными от реальности. В последнее время наблюдаем, какие отношения у России и Турции, как они меняются. Сейчас эти отношения заметно улучшились. У нас с Турцией давно уже установились экономические связи, там проживает многочисленная абхазская диаспора. В ближайшем будущем можно рассчитывать на Турцию, на признание ее суверенитета нашей республики? Я бы не делал таких прогнозов. Турция член НАТО. Не надо об этом забывать. Даже несмотря на то, что Турция сегодня тренд на ухудшение отношений с Западом и в первую очередь с Соединенными Штатами Америки, у Турции свои интересы, очень такие серьезные. Турция себя воспринимает как региональную державу. И, с другой, конечно, хорошо, что улучшаются отношения Турции и России. Для нас это позитивный процесс. Это резкая перемена отношений. Для нас это позитивный процесс, потому что мы всегда об этом говорили, что мы должны взаимодействовать со своими соотечественниками в Турции. Для нас какие-то барьеры на пути к этому взаимодействию, они негативны для Абхазии. И российские, кстати, коллеги это всегда понимали, даже в самые сложные времена, недавние, когда просто разрыв был отношений России и Турции, наше взаимодействие с диаспорой продолжалось, никто этому не препятствовал. Это, кстати, подтверждение того, что Российская Федерация относится к Абхазии как к партнеру и союзнику. Это очень важный был момент, на который нужно обратить внимание. И сегодня мы просто должны говорить о развитии экономических и иных взаимоотношений с Турцией, не рассчитывая на скорейшее признание, безусловно. Все-таки прогноз ваш хотелось бы узнать, завершая беседу, на какие страны нам больше всего стоит рассчитывать в ближайшем будущем? Все-таки мы надеемся, что список тех стран, которые признали Абхазию, расширится. Безусловно, страны, которые находятся в союзнических и партнерских отношениях с Россией, Российской Федерацией, это для нас площадка, где мы можем работать, потому что страны враждебные России, враждебные нам, которые находятся в другом геополитическом лагере, но для того, чтобы добиться их признания, Абхазии нужно менять, наверное, какие-то геополитические свои интересы и цели, а это никто не собирается делать и никогда не будет делать, потому что Абхазия исторически и политически находится в союзе с Россией. Она не собирается наносить ущерб этим отношениям. Поэтому мы должны развиваться в этом направлении нахождения союзников среди тех, кто сегодня имеет нормальные, либо союзнические, либо нормальные, невраждебные отношения с Россией. В принципе, фронт работы очень большой. Как вы думаете, еще один прогноз, я попросила бы вас сделать, как будут развиваться абхазо-российские отношения на ближайшие 10 лет, на ваш взгляд? Что-то изменится в наших отношениях, если необходимо что-то менять? Я думаю, что эти отношения будут развиваться поступательно, что будут наполняться большим содержанием, взаимовыгодным. И, конечно, как я уже сказал, надо просто посмотреть сегодня, по каким направлениям у нас прогресс, по каким направлениям у нас есть какие-то недоработки, посмотреть существующий договорно-правовую базу, сделать анализ и продолжать работу. И, конечно, очень важно не портить фон российско-абхазских отношений. Это касается высказываний различных, может быть, иногда неосторожных журналистов, некоторых деятелей общественных, политических, даже не только в Абхазии, но и в России. Бывает всякое. Просто межгосударственные отношения – это очень тонкая материя. Ими должны заниматься люди подготовленные. Ираклий Ревазович, спасибо. У меня на этом все. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Спасибо. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили об абхазо-российских отношениях и возможностях для расширения международного признания. Я прощаюсь с вами до следующей недели.